продолжаются бои за стратегически важные высотки, которые позволяют боевикам контролировать Южное окружное шоссе. Сегодня бои носят позиционный характер. Снайпера ищут и уничтожают боевиков, пулеметчики расстреливают любое подозрительное движение. Главное сейчас – это сближение пехотинцев через частный сектор с высотными домами. Нас туда не приглашают, опасаясь за нашу безопасность. Бойцов сирийской арабской армии и террористов отделяют 1-2 стены. Часто стрельбу открывают на звук в соседней комнате. А саперы постоянно обезвреживают большое количество мин. Мы стали свидетелями того, как по рации сообщили о ранении солдата, и уже через 3,5 минуты он был доставлен в БМП, а уже через 15 минут он будет на операционном столе. Во время транспортировки раненого бойца БМП была обстреляна из автоматического оружия. Никто не пострадал. Вторая БМП отправилась с заданием разбить позиции стрелка. Солдаты, обнаруживая позиции боевиков, сообщают координаты целей командирам, и в дело идут танки. Удар наносится в 3 направлениях. 2 танка работают по координатам от пехотинцев, а еще 2 отсекают от наступающих подразделений группировку боевиков вправо, вглубь частного сектора. В глубине здания есть баррикады из мешков с песком и других строительных материалов. Пехотинцы, наталкиваясь на обстрел оттуда, запрашивают огневую поддержку.
يلا كويس. О яростном противостоянии свидетельствует невербальное общение военных и боевиков. Когда танк отстрелялся по цели и отошел назад, боевики открывают огонь из пулемета. Какой смысл стрельбы по горке песка? Наверное, показать, что их не достать. رمى لا لا والله رمى بواحد. يا محمد انت رميت الطابق العالي مو Боевики бросили позиции в 5 малоэтажных домах. Сейчас там началась работа по разминированию. Марат Мусин, Андрей Филатов, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск.